Победа. Долгожданное слово. Однако оно отдается в наших сердцах эхом чудовищных событий 1992-93 годов. «Эхо войны». Такое название получила выставка, открывшаяся на площадке Музея боевой славы 30 сентября. Фотоотчетница автор сдаму Виталий Кецба. We are башрам из дара и расшаны усу того, которых есть ищись. На выставке представлено более 80 фотографий. Подготовкой экспозиции совместно с автором работ около недели занимались сотрудники музея. Многие из этих фотографий были сделаны во время Отечественной войны народа Абхазии, либо вскоре после окончания боевых действий. Поэтому моменты, которые запечатлела камера Виталия Кецба, могут вызывать глубокое эмоциональное напряжение. Выставка «Эхо войны», конечно же, посвящена Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и напрямую посвящена войне, связана с войной. На ней представлены преимущественно фотографии, сделанные в военный период и в послевоенный период, конкретно ноябрь 1993 года, когда происходила эксгумация тел в районе республиканской больницы бойцов-командиров Абхазской армии, которые погибли в ходе мартовского наступления. Благодаря военному корреспонденту Виталию Кецба Абхазия получила уникальный архив фото и видеоматериалов. Юрист по профессии, он имел опыт работы в криминалистике. Наверное, поэтому по привычке не отказывался снимать на камеру ужасающие картины войны. Главный редактор Руслан Хашик меня поручал, знал, что я не откажусь. Остальные, потому что тяжело было, на самом деле очень тяжело. Погибший на вертолете 14 февраля, когда привезли, когда вертолет так открылся, видео там в архиве есть, и сожженные трупы так лежали штабелями. Сначала я думал, что это дрова привезли обугленные. Потом, когда увидел, чуть сам в обморок не упал. С горечью Виталий Кецба вспоминает бойцов легендарной группы Гены Карданова. Корреспондент общался с ее участниками и смог сделать фотографии ребят за пару часов до их гибели. Такая солнечная погода была, как сегодня. Вышли с блиндажей, самые сели, и кто-то книги читал, кто-то нарды играл. Воробабс, так не делай вещи, это опасно, опасно, говорил. Пули не выбирай, говорю, будьте осторожнее. Нас хотели ставить, накормить, напоить. Я говорю, нет, нам мне еще много делов, еще надо на съемки идти. К сожалению, весь им узнал, что они погибли. Среди первых посетителей выставки – главные герои дня – ветераны. Данная экспозиция стала неким собранием мгновений и образов минувшей войны. Когда мы к городу подходили, к Совмину, вот здание видно, это Совмин, вы знаете, я замкомандиром батальона заходил, душман, очень многие фотографии. Я вот вижу добровольцев, которые, когда во время перемирия такая договоренность была, что они должны были покинуть нашу Абхазию. И даже там танец одного нашего боевого друга, чеченца без ноги, который танцевал лезгинку. Владислав Григорьевич там речь произнес, и всем задело душу. Но когда первые, вот этот 16-17 мы уже, нам дали уже команду идти на город, и вот эти ребята через 3 дня нас уже почти догнали. Очень многие фотографии здесь, лица знакомые. Герой Абхазии Мухаммед Бли, покинув дом в родном Нальчике в августе 1992-го, поспешил на помощь братскому народу. За плечами добровольца славный боевой путь, а память нашла отображение в этой знаковой фотографии 26-летней давности. Это фотография до встречи Западно-Восточного фронта на Кадоре. Это произошло 29-го, 12 часов дня. Памятно это то, что мы 30-го вышли на реку Ингур. Победа, освобождение Абхазии. Праздничный день в Абхазии состоялся с участием гостей, приглашенных и случайных. Однако люди все чаще склоняются к теории о том, что случайностей не бывает. Также считает Анастасия, путешественница из Томска. Девушка стала свидетельницей торжественных событий в Абхазии, посетила выставку и повстречала бессмертный полк. Традиция организовывать шествия с портретами павших участников войны в 2014 году зародилась в ее родном городе – Томске, и уже несколько лет как прижилась в нашей республике. Мне очень нравится то, что в Абхазии именно читают свою историю, свою культуру, очень уважительно относятся к этой памяти. И вот сегодня тоже я видела бессмертный полк, проходил здесь в Абхазии, вот погибшим в этой войне. Я сама из Томска, и у нас как бы началось вот это движение бессмертного полка, то есть именно с нашего года, с 14-го, оттуда все пошло.
Вот. Я тоже участвовала, ну, вот и в этом году тоже участвовала на 9 мая. В принципе, так приятно осознавать то, что вот настолько захватило вот это движение Бессмертного полка, как бы по всем городам России это постепенно разошлось. И вот теперь тоже увидеть это в Абхазии, зная, что зародилось это все в Томске, это тоже так приятно. Фотографии – это память, фотографии – это история, это война и мир, сражение и победа. Увидеть своими глазами, пусть не вживую, а на бумаге, лица тех, кто подарил нам свободу, надежду и будущее, вы сможете, посетив выставку «Эхо войны». Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.